В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Вопросы экологии и сохранения природы обсудили на заседании экологического совета в Якутске. В Мирнинском районе начнут действовать два новых направления – этнофитнес и стрельба из традиционного лука. В столице республики проводится ярмарка якутских ножей. Заседание экологического совета провел глава Якутии Айсен Николаев накануне. За 2 года работы совет стал площадкой для широкого обсуждения вопросов экологии и сохранения природы республики по широкому спектру направлений. На сегодняшний день Министерством экологии ведется работа по переводу госуслуг в электронный вид. Кроме того, особое внимание уделено программе комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов. Начинается первый этап практических работ по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ. Продолжается развитие системы особо охраняемых природных территорий. Также в рамках национального проекта «Экология» в республике реализуются проекты «Чистая вода», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами. В следующем году в Якутске планируется ввод мусорного полигона. Столица республики к 2032 году должна стать креативным городом с богатым человеческим капиталом. Об этом заявил Айсен Николаев. Над проектом указа главы республики на протяжении всего времени работали члены Кабинета министров, представители муниципалитета и общественники. Айсен Николаев обозначил задачи, на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Среди них он назвал создание мест в школах и детских садах, избавление города от деревянных многоэтажных домов. Немаловажным он назвал развитие цифровизации малого бизнеса, в котором заняты десятки тысяч горожан, создание транспортной инфраструктуры, безбарьерной среды и призвал обратить внимание на производство местной продукции. В промышленном округе города Якутска состоялось отчетное собрание Евгения Григорьева и руководителей ведомств. Это последнее мероприятие в череде отчетов мэрии перед округами города. На собрании исполняющий обязанности мэра выступил с докладом об итогах 2020 года перед жителями промышленного округа, а также рассказал о задачах на перспективу. Так, за 2020 год было построено более 23 километров дорожного полотна по разным округам города. При этом большая часть расходов бюджета была направлена на реализацию социальных программ и проектов. Касательно задач на этот год Евгений Григорьев обозначил самые важные. Это расселение по программе ветхого и аварийного жилья, а также строительство и ремонт дорог. Мы берем амбициозную для себя цель к 2032 году, к 400-летию Якутска, избавиться от ветхого аварийного жилья в принципе. Не должно быть двухэтажных деревянных домов. Это главная задача. Мы в целом начинаем большую работу. В этом году мы начнем ремонт улицы Бабушкина, в следующем году улица Чеченко. В планах есть дорога 50 лет Советской армии. В общем, мы будем работать методично в этом направлении. Компания «Алроса» уделяет все больше внимания и средств на развитие и сохранение национальной культуры в Мирнинском районе. К примеру, в этом году в культурно-спортивном комплексе начнут действовать два новых направления. Это этнофитнес и стрельба из традиционного лука. Подробнее в сюжете Марфирины Алексеевой. Обучение стрельбе из олимпийского и блочного лука существует в культурно-спортивном комплексе уже на протяжении многих лет. В 2017 году в спартакиаде по национальным видам спорта в играх Манчары любители из Мирного, выходцы из КСК, выступили за район в традиционной стрельбе из лука. Так, в этом году национальную стрельбу официально введут в перечень занятий культурно-спортивного комплекса. С этого года будем заниматься еще по стрельбе из традиционного лука. Сейчас нам компания должна закупить луки. С марта, с апреля начнем. Во всем мире сейчас набирает популярность этот вид. И у нас также. В последнее время много записывается взрослых. Еще одно перспективное, совершенно новое направление – этнофитнес. После публикации в социальных сетях пробного онлайн-урока этнофитнесом заинтересовались и жители других районов республики. Двигательная практика и духовная практика. Самое главное, этнофитнес очень хорошо влияет на укрепление сердечно-сосудистой системы, укрепление наших суставов, сухожилий. Мы живем в Якутии, и мы хотим, чтобы больше людей
они соприкасались с нашей культурой, например, национальной. Очень интересуются здесь у нас в Мирном. Очень многие ходят в студию «Якутский танец». Студия якутского танца «Кустук» существует в Мирном уже около 40 лет. Занимаются в нем как дошкольники, так и взрослое население. Студии и ансамбли якутского танца есть не только в Мирном, но и во всех культурных подразделениях района. В городах Удачный и Айхал, в поселках Алмазный и Орлах. У ансамбля множество призовых наград республиканского, а также всероссийского уровня. В 2014 году мы с семьей приехали сюда, в Якутию, и, конечно же, захотели познакомиться с новой культурой, с традициями. И вот мы с сестрой решили, что это лучше всего будет через танец. Вот, познакомились с танцами, но еще также с культурой и традициями. Когда мы танцуем руками и разные элементы показываем, то мы общаемся с природой, мы показываем природу. Если мы поднимаем руки наверх, голову наверх, то мы общаемся с солнцем. И вот особенно нам понравился праздник Хесех. Помимо культурного развития, в Мирнинском районе активно развиваются традиционные виды спорта – хапсагай и масс-рестлинг. В прошлом году был проведен первый республиканский турнир по хапсагаю на призы Алроса. К нам очень много приехало участников из различных вузов. Призы за абсолютное первенство там до 75, свыше 75, каждый составлял 400 тысяч рублей. И в этом году мы сейчас находимся как раз в стадии переговоров с Министерством спорта. Хотим провести аналогичное мероприятие в начале июня. Буквально на днях начнется первый отборочный этап 29-го молодежного вокального конкурса «Той-Хая». Первые два этапа пройдут в онлайн-формате, однако финал и гала-концерт зрители и болельщики смогут воочию увидеть в Доме культуры Той-Хая в поселке Орлах и в городе Мирном во Дворце культуры Алмаз. Общий призовой фонд составит более 500 тысяч рублей. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Программа переселения активно действует в Ленске. Что сделано и что предстоит, разбиралась наш корреспондент Анна Кожевникова. Новая спальня, уютная кухня, просторная гостиная. Семья Павловых стала участниками программы переселения. Ульяна с сыном хоть и переехали из трехкомнатной квартиры площадью 90 квадратов в двухкомнатную площадью 65 квадратов. Остались довольны, ведь в их доме жить было уже невозможно. Деревянные стены прохудились, полы прогнили. Сделали комиссию они, и все, и мне звонят, готовы ли вы в ближайшее время переехать. Видим, какие дома строятся красивые, и балконы, и расцветка шикарная. И все, и получается, нам позвонили в феврале, и в мае вот мы получили ключи. Пришли сразу, понравилось сразу все. Ульяна сама выбирала планировку квартиры. Ей хотелось, чтобы балкон был в комнате, а не в кухне. На итог у нее 2 балкона. Такие привилегии выбирать жилплощадь – редкость для участников программы переселения в других регионах. Но в Ленске городская мэрия старается создать для каждого максимально комфортные условия. Этап переселения 2020 года будет завершен 31 декабря 2021 года. По этапу 2020 года программа предусмотрена расселить 278 жилых помещений. В рамках реализации программы по этапу 2020 года дирекцией жилищного строительства Республики Саха-Якутия приобретено 71 жилое помещение. Помещения приобретены у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. 84 семьи собственников жилых помещений стоят на выплату компенсации возмещения. Тем временем сотрудники отдела переселения еще в конце 2020 года начали подготовку к следующему этапу и уже оформили заявку. Как и при реализации любых масштабных проектов, не обходится без проблем. Первоочередные коснулись изменений в законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2020 года. Если человек приобрел жилье, уже будучи признанным аварийным, он может претендовать только на компенсацию в размере суммы, указанной в договоре купли-продажи. Выходим и на правительство, и на Министерство строительства, обозначаем эти моменты. Но сегодня единственный законный вариант решения данной проблемы – это просто идти в суд. Если будет решение суда о том, что необходимо выделить квартиру, значит будем выделять квартиру. Пока судебная практика только складывается, Ленский районный суд встает на сторону жильцов, а вот Верховный – на сторону администрации. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий в реализации программы переселения. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
Министерство здравоохранения республики опровергло сообщение о том, что в поликлинике номер 3 Якутска люди не могут получить второй компонент вакцины от коронавируса. Такая информация распространилась в мессенджерах сегодня. Для всех пациентов, получивших первую дозу вакцины, гарантированно имеется второй компонент. Отмечается, что на сегодня в республику поступило всего 49 712 доз вакцины. Последняя на данный момент поставка 7300 доз была совершена 17 февраля. В ближайшее время ожидается поступление очередной партии в количестве 5000 доз. Вакцинация против коронавируса проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов. Также созданы 110 мобильных бригад. Количество задействованных медицинских работников составляет 570 человек. В Якутске 4 дня будет работать ярмарка якутских ножей и сельхозпродукции. В ней примут участие именитые кузнецы, известные фермерские хозяйства и предприятия. Также российский вездеходный завод представит собственную технику. Ярмарка располагается по адресу улица Кирова, 12. 90-летняя жительница Намского района вырастила дома тюльпаны в горшках. Заказав луковицы, Аграфена Местникова посадила их в горшки и сама за ними ухаживала. Следила и за состоянием, и цветы взошли всего через пару недель. Пенсионерка держит свое хозяйство самостоятельно. Кроме того, занимается огородом, заготовкой овощей, любит выращивать цветы и серьезно увлекается шитьем. Группа ученых, изучавшая останки 3 мамонтов, обнаруженных в Якутии в условиях вечной мерзлоты, смогла извлечь из зубов животных самую древнюю из известных на данный момент ДНК возрастом около 1 200 000 лет. Ученым удалось добыть и секвенировать самую древнюю из известных на данный момент ДНК. Они сделали это, изучив останки 3 мамонтов, обнаруженных в Якутии в условиях вечной мерзлоты. Часть из них была найдена еще в 70-х годах прошлого века, однако технологии для извлечения ДНК из них появились только сейчас. По словам ученых, процесс сбора и анализа данных занял несколько лет. Возраст самого старого из мамонтов составляет примерно 1 200 000 лет, самого молодого – около 700 000. Генетический материал ученые обнаружили в зубах этих животных. Это невероятно древняя ДНК, примерно в 1000 раз древнее викингов и намного древнее самого появления людей и неандертальцев. По словам ученых, до этого момента самая старая из описанных ДНК принадлежала лошади, жившей на территории современной Канады около 700 000 лет назад. Изучив материал, полученный от 3 мамонтов, специалисты совершили удивительное открытие. Выяснилось, что самое старое животное принадлежало к ранее неизвестной генетической линии. Нас очень удивило это открытие, потому что до сих пор считалось, что на территории Сибири проживал лишь один единственный вид мамонтов. Изучение древних ДНК может помочь ученым заполнить пробелы в истории и биологии. Однако и у этой технологии есть предел. Например, изучить генетический материал динозавров, вымерших 66 миллионов лет назад, пока не представляется возможным. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами, берегите себя и не забывайте носить маски в общественных местах.